Сохранение уникального природного богатства, доступная и качественная медицина, индексация пенсий и пособий, 206 поправок и столько же шагов комфортной жизни. Якуб Евлоев ознакомился с каждым изменением и отметил из них ряд немаловажных для себя. Вот если взять вопрос религиозного права, это сегодня любой человек, какого бы нации он ни был, у него есть свободное вероисповедание. И сегодня в Конституции Российской Федерации эти нормы прописаны, что каждый человек имеет право свободно жить, развивать, существовать. Просто, доступно, а главное понятно. Благодаря средствам массовой информации можно узнать о любой поправке и их главной сути. К слову, у каждой возрастной группы есть те, что интересует их больше всего. Например, для пожилых это изменения социального характера. Так, положение, Шизаник хаджа, ханчо онагде, шанж тахан дуар закон. А тон хети да тахан, тон есть соне. Вопросы, социальные вопросы. В ходе второго чтения в парламенте была предложена Валентиной Терешковой поправка, суть которой состояла в том, чтобы дать действующему президенту возможность переизбраться, с учетом важности сохранения стабильности и безопасности страны в текущий момент. С мнением космонавта также согласен и Абдусалам Гулиев. Нам надо просто осмотреться назад, 90-е годы, когда государство было обнищавшим, когда мы практически государство стояло на коленях перед западным миром. А сегодня государство стабильное, да, не полностью еще восстановил, но тем не менее государство стабильное, сильное, никто нас не попрекает. Войны у нас, слава богу, нету. О чем мы можем мечтать еще? Трудись на благо себе и своей семье, и на благо своей родине. Вот этим все сказано. Я отношусь положительно. Сегодня, живя в свободной стране, проголосовать за или против – выбор каждого. Однако уже сейчас нужно решить и действовать ради своего будущего. Поправки Конституции вступят в силу только если народ проголосует «за». Ну а сделать свой выбор избиратели смогут уже совсем скоро. Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию продлится ровно 7 дней, с 25 июня по 1 июля. Это сделано для того, чтобы не собирать на одном участке много людей. Режим их работы будет отличаться в разных местах в июне. Однако уже 1-го пункты будут работать с 8 часов утра до 8 часов вечера. Чтобы поток голосующих был равномерным, избирательные участковые комиссии будут давать рекомендации, когда лучше прийти. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.